Добрый вечер, Кейшарак. Спасибо всем, что подключились. У нас сегодня, к сожалению, пока не такое большое количество участников, как было до этого, но я надеюсь, мы все равно очень хорошо проведем сегодняшнюю лекцию с очень интересным спикером. Хотелось бы сказать, что я представляю нашу большую, ну, на самом деле не очень большую, но очень ответственную, яркую команду Балхаш Steam Серпины и являюсь модератором всех наших последующих лекций. Хотелось бы рассказать, что данная серия лекций проводится в рамках проекта Балхаш Тим Серпене, который инициирована фондом Конрад и реализуется фондом Евразия Центральной Азии. Цель программы — усилить и развить потенциал учителей и учащихся к практическому применению STEM. Наши онлайн-лекции от системы амбассадоров направлены на то, чтобы вдохновить учащихся, установить связь между классами и экспертами, а также расширить понимание и применение STEM на практике. Хотелось бы напомнить тем учащимся, которые есть на звонке, что активное участие в лекциях будет отмечено в конце учебного года во время большого STEAM-фестиваля, посвященному науке, искусству и всей большой проделанной работе учителей, учащихся и всех наших школ, участниц. И на самом деле также хотелось бы присоединиться к Дине и поздравить всех наших учителей, которые проводили открытые уроки, которые еще на самом деле летом начали вот этот большой путь участия в программе, повышения квалификации по STEAM, да, и поздравляю наших учителей и учащихся, которые активно принимают участие. И не занимая больше вашего времени, передаю слово нашему сегодняшнему спикеру Малике, и она погрузит нас сегодня в мир искусства, науки. И, вот. И, кстати, наверное, уже после слов Малики расскажу один интересный факт, который связан с нашей организацией, Steam и Маликой. Вот такая, в общем, интрига тоже. Я примерно предполагаю, о чем вы имеете в виду, Гаухар, и, возможно, я проговорю его. Да, конечно. Всем добрый вечер, уважаемая аудитория. Спасибо большое за представление. Сегодня для меня действительно большая-большая честь выступать перед аудиторией из города Балхаш. И, конечно, когда организаторы программы пригласили, я согласилась, не раздумывая. Потому что вот, у меня к Балхашу прям особое такое внимание и отношение. И в конце лекции я расскажу вам уже подробней, что же это за такое отношение. Ам, Давайте будем знакомиться. Я сейчас, поделюсь с вами, экраном. И так, подскажите, видно ли вам экран? Да, как сказали организаторы, мы сегодня действительно с вами будем говорить о теме такой неоднозначной, вызывающей большое количество вопросов, интересов к тому, как же соединяются наука и искусство, и все это еще тем более у нас здесь, в Казахстане. Но, наверное, я начну с небольшой такой как бы такого небольшого интродакшна, да, о том, почему, собственно, я сегодня здесь с вами в этом проекте участвую как приглашенный спикер. Я уже более 10 лет работаю в арт-индустрии, являюсь выпускницей Петербургского университета по теории истории изобразительного искусства, также программы лондонских университетов, выезжала в Штаты по программе обмена по сохранению культурного наследия. Наверное, с детства интересуюсь историей, интересуюсь искусством, и каждый раз, когда есть возможность у меня путешествовать, либо выезжать в рабочие поездки, я всегда посещаю музеи, конечно, потому что музеи максимально могут нам рассказывать о культуре региона, и таким образом на сегодняшний день я посетила уже более 130 музеев. И мой главный фокус в моей работе, он направлен на то, чтобы развивать стратегические культурные проекты, управлять художественными проектами и, конечно, заниматься их продюсированием. И, собственно, за 10 лет моей работы в арт-индустрии, уже даже более чем 10 лет,
я, конечно, поняла, что искусство никогда не перестанет удивлять. И векторы его развития настолько же продолжительные, как и новые технологии, которые все стремительно и стремительно развиваются. И у людей, и у роботов с искусством будет вечный диалог. Потому что искусство рефлексивно, искусство помогает исследовать нам мир, притягивает новые сферы и, конечно, новые инструменты. И, собственно, как объединяет сегодня организаторов и меня. Это вот непосредственно фонд ФЕЦа Евразии Центральной Азии. Это то, что мы были партнерами на нашем первом проекте, который связан с наукой и искусством. Этот проект был реализован в 2022 году в городе Атрау. В городе Атрау я и моя коллега Асель Ахмеджанова, которая является кураторкой, мы основали также с большой, классной, крутой командой из города Атрау, мы основали Центр современной культуры ЕМА. Это мультидисциплинарное открытое пространство, которое нацелено на развитие современной культуры западного региона. И так сложилось, что с 22 года, когда центр был официально открыт, мы, собственно, стали в фокусе всего арт-сообщества в сотрудничестве с международными организациями, конечно, со всеми нашими внутренними и организациями, и музеями, и художественными институциями. И наш главный основной фокус был на то, чтобы развивать именно современную культуру, современное искусство. И мы делаем это через фокус через фокус изобразительного искусства, то есть организовываем выставки, в рамках выставок проводим образовательные программы, то есть это лекции, мастер-классы, презентации. И также одним из наших больших образовательных проектов стал проект резиденции. И если кто-то из вас сегодня впервые слышит слово резиденция, я буду вам благодарна, если вы как-то поставите реакции. Но и, конечно, я подробнее обязательно расскажу, что это означает и как резиденции проходят в Казахстане. Следующий наш главный фокус в деятельности центра был нацелен на то, чтобы сформировать плацдарм, сформировать площадку для местных комьюнити. Переехав из Астаны, переехав из Алматы, получив образование в Санкт-Петербурге и в Лондоне, я оказалась в маленьком городе Атырау, и когда мы открывали ЕМА, мы убедились в том, что в регионах отсутствует культура, что это один большой миф и один большой стереотип. Есть очень классные комьюнити, есть очень классные творческие люди в каждом из городов, и всем только нужна площадка и нужно место. И таким образом с 2022 года по сегодняшний день в ЕМА сформировалось почти более 10 различных комьюнити, которых объединяют и интерес к разным языкам, культурам, сферам, направлениям культуры. Это музыка, литература и много-много всего другого. И да, вот можно отсканировать QR-код, и вы прямиком попадете на социальные сети центра и подробнее узнаете о всей его деятельности. Перед тем, как мы с вами приступим к такому четкому, ну, скажем так, да, пояснению о том, как же и что же связывает науку и искусство, я бы хотела вам рассказать один такой свой случай из жизни. Это случилось в 10 классе. У меня были тройки, прям стабильные тройки по физике и астрономии. В 10 классе я поменяла школу, я перевелась в новую школу. И когда я перевелась, конечно, у меня был сильный гэп в знаниях по физике и астрономии. И на тот момент учительница Анна Павловна, мне кажется, запомню ее на всю жизнь, она мне дала четко понять, что вот я
ну, в конец ничего не понимаю в этих науках. И никогда ничего в них не пойму, никогда в них ничего не добьюсь. Каждый урок она вызывала меня к доске. Каждый урок она задавала мне задания. И каждый урок я испытывала невероятное чувство стыда за то, что да, я чего-то не знаю, я чего-то не понимаю. Конечно, я записалась на дополнительные занятия с репетитором. Когда я уже заканчивала школу, у меня была твердая четверка, и я была очень рада этому. И, ну, кстати, вот физика и астрономия — это были единственные предметы, которые портили весь мой аттестат. Но я помню, когда я получила свой аттестат и увидела эту четверку, я выдохнула тогда и сказала, что все, больше никогда ни физики, ни астрономии, ни химии, ни каких-либо таких подобных наук, дисциплин в моей жизни не будет. Тогда я сфокусировалась на то, что я буду рисовать, моделировать, там, дизайнерить что-то и так далее. Но, как вы видите, сегодня, спустя почти 20 лет, да, я сижу перед вами и рассказываю вам о том, как развивать науку и искусство, как развивать STEAM в Казахстане. Тогда вот эта история, опыт с преподавательницей по физике, он меня направил на 4 главных урока в жизни. И мой первый урок — это не ограничивать себя. То есть, когда мы в центре с командой стали... То есть, во-первых, когда я впервые узнала о STEAM, и более того, когда я вошла на тот берег, когда я стою с командой, мы организовываем проекты для молодых художников, для молодых ученых, я поняла, что вот я выпускница гуманитарного университета по специальности искусствовед, но в итоге мы сейчас будем изучать все законы физики, мы переместимся в химические лаборатории, и там, на ближайшие несколько лет, там, несколько месяцев моими подручными инструментами станут колбы и чашечки Петри. И я четко поняла, что ни в коем случае никогда ограничивать себя нельзя. Уважаемая аудитория, я вот поделюсь с вами сегодня 4 главными уроками в жизни. Периодически на разных слайдах они будут высвечиваться. И в конце нашей лекции первый, кто проговорит все 4 урока моих в жизни, я проведу личную консультацию с вами, сделаю профанализ вашего CV, помогу, может быть, вам с концепцией того, как дальше вашу программу развивать в STEAM. Или, например, если слушают меня школьники, то я пройдусь с вами по CV вашему и дам рекомендации, куда, как, в какие вузы поступать и как лучше себя подготовить. Мы с вами продолжаем. И непосредственно сейчас уже подключаемся к главному вопросу нашей сегодняшней лекции. Это как наука и искусство помогают друг другу осмыслять мир. Вот, казалось бы, наука и искусство — два абсолютно полярных направления. Наука — это про что-то точное, искусство — это про что-то такое хаотичное и, казалось бы, творческое. Но, уважаемые слушатели сегодняшней лекции, перед вами фотография инсталляции, которая как раз-таки выполнена художницей. Она автоматизирована. Это лотос, который был напечатан на 3D-принтере. Автором этой работы является Интизор. Интизор была участницей нашего второго потока резиденции. И данная инсталляция называется «Не для тебя». То есть она вдохновилась системой цветов, которые на самом деле в биосистеме существуют абсолютно не для того, чтобы их дарили друг другу в пластиковых упаковках, ну или не только в пластиковых. В общем, суть в том, что их вообще нельзя срывать, да, потому что каждый цветок несет в себе определенные задачи. И суть данной работы заключалась в том, что вы сейчас видите цветок в раскрытом состоянии, и как только вы подходите ближе,
этот цветок закрывается, то есть закрывается от человека. Но, как выяснилось и как показывают все современные практики, как и науки, так и современного искусства, две данные дисциплины, они прекрасно друг друга дополняют. Более того, они помогают переосмыслять различные законы в науке, или же, например, ну, скажем так, да, утвердить или сделать ближе к общему зрителю искусство более понятным, потому что все-таки, ну, люди, интересующиеся науки, их, скажем так, в большем числе. Да, то есть мы через науку постигаем принципы современного искусства, и точно так же, используя инструменты современного искусства, мы можем сделать некоторые законы или новые открытия в науке более адаптивными для человеческого зрителя. И сейчас я буду рада, если вы включите свои микрофоны, потому что у меня к вам будет вопрос, или, может быть, по желанию кто-то отпишет это в чате. У меня будет к вам вопрос. Первый вопрос. Как вы думаете, что вы сейчас видите на своих экранах? И второй вопрос. Сколько лет примерно этим изображениям? Так, как меня слышно? Подскажите. Слышно, слышно. Давайте я начну. Мне кажется, вот нижняя картинка, она напоминает то, что я как будто видела, ну, не на иконах, но что-то на фресках, что ли. Вот. Ребенок, Э, что ли? Да. Да, ребенок вот с Это как женщиной. Да, ребенок в руках кружева, да? женщины, да, все Да. верно. Кружева, да, это? Первый вариант кружева. Хорошо. Какие будут еще варианты? Подключаемся. Пишут мордочка собаки. Мордочка Какие-то гравюры, собачки. нарисованные роботом. Вау. Так, а как вы думаете, примерно вот сколько лет этим изображениям? Вот я вижу теперь чаты. Мама и дитя. Какие-то гравюры, нарисованные роботом на ткани. Окей. Ам, Этим работам примерно 80 лет, то есть они были созданы около 80 лет назад, и принадлежат они кисти ученого и микробиолога Александра Флеминга. Александр Флеминг — это тот самый ученый, который открыл миру пенициллин, получил за это Нобелевскую премию. И вы видите маленькие рисунки, которые были созданы, собственно, бактериями, плесенью в чашечках Петри из его лаборатории. И сегодня можно создавать и такие работы, это уже там, современные лаборанты, ученые, биологи, микробиологи балуются в чашечках Петри, разрисовывают. Ну, или же, например, вот такие вот. Многие из вас, я думаю, узнают картину известного нидерландского художника Ван Гога, и вот в 5 чашечках Петри изображается его «Звездная ночь». И вот на этих слайдах и на всех последующих я покажу вам несколько примеров о том, как воочию можно представить результат воссоединения, да, науки и искусства. И вот здесь, собственно, работа мексиканской художницы Лауры Родригес, и называется она «Призраки растений». Как вы знаете, в мексиканской культуре люди, ну, мексиканцы, они очень много и часто задумываются о смерти, о жизни после смерти. И, может быть, кто-то из вас смотрел мультик «Коко», и вот как раз-таки там очень хорошо раскрывается эта тема. И здесь, значит, Лаура, она использует живые растения, которые осознанно, скажем так, убивает. То есть она задается вопросом того,
существует ли, да, эта жизнь после смерти, и какая она, и как эти предметы, то есть эти растения, да, они могут проживать эту жизнь, как они могут влиять на человека, как человек может на них влиять. То есть вот это вот соприкосновение природы, живой природы с человеком. То есть и она проводит абсолютно лабораторные, то есть для создания данной работы она использует абсолютно вот все необходимые инструменты, которые обычно используются в лабораториях, и растворы, и предметы, и она, собственно, убивает вот этот живой пигмент, да, она децеллюлирует данные растения, погружая их в специальный раствор, тем самым выводя из них вот этот вот цветочный пигмент. И вот сейчас перед вами сам скелет цветка. Затем она погружает его в воду и дальше уже может производить различные цветовые художественные с ним манипуляции. Или, например, вот следующая ее работа, которую она проводила как и серию воркшопов, так и отдельно, она исследовала слизевого гриба. То есть это грибы, которые не имеют мозга, но у них есть интеллект, они питаются сахаром, и они постоянно находятся в поиске, то есть в поиске в добыче еды для себя. Двигаются они по, вот вы видите фотографию с увеличенной чашки Петри, и вот эти вот как нити, как некие такие вот паутинки, это вот следы этого гриба. И опять-таки, то есть они двигаются по направлению в поиске еды, и Лаура расставляла по чашечке маленькие крупинки сахара, либо там овсяные крошки, и наблюдала за тем, как, ну, значит, это тело этого гриба, она будет двигаться, как быстро она находит еду. Она замеряла при помощи специальных датчиков, инструментов скорость движения, пульс и сравнивала в какой-то момент, насколько вообще вот слизевые грибы, например, могут медитировать. То есть она в конце этого эксперимента пришла к тому, что оказывается, ну то есть распределение сил и собственных ресурсов у этого гриба более рациональное, чем у человека в поиске еды. И в какой-то момент ей показалось, что ему даже легче и доступнее вот состояние, такое медитативное состояние, чем нежели человеку при практически равнозначных условиях. То есть когда вот человек знает, что через какое-то время он поест, что его ничего не беспокоит, и перейти вот в состояние спокойствия, медитации, ему оказывается намного сложнее. Вот, то есть всегда Лаура признается, что все участники этого воркшопа, они открывают новый мир науки для себя. То есть, как правило, она приглашает людей с художественным бэкграундом, вот, либо когда она приглашает специалистов из науки, то, конечно же, их увлекает то, насколько иллюзорно и орнаментально выстраивается вот, движение вот этих вот слизевых грибов. Здесь момент, когда я проговариваю, да, о своем следующем втором уроке, о том, что нужно всегда всего читать, нужно очень много читать. И это опять-таки как раз-таки такое вытекающее, да, от моего первого урока. То есть, во-первых, не ограничивать, и во-вторых, когда ты сталкиваешься с новой областью, то ее исследовать, изучать, соответственно, много читать. Окей. И мы с вами двигаемся дальше. Где же изучать Art and Science, научное искусство? И пока я буду вам подробно рассказывать о каждом из направлений, вы можете посмотреть видео как раз вот с нашей последней резиденцией, которую мы проводили в этом году, с 7 художниками, и среди них был также и
ученый, молодой ученый. Первое, где можно изучать Art and Science, это, конечно, программы дополнительного образования. Центры, студии, программа ФЕЦа, программа Каравана знаний. Это партнеры, надежные партнеры, которые проводят большие исследования, которые привлекают очень сильных, крепких экспертов, специалистов для того, чтобы затронуть как можно больше количество людей в свои программы по STEAM. Дальше это, конечно же, университеты, и то, что сейчас у меня на слайде вы видите, это одни из немногих, но, пожалуй, одни из самых популярных. И, конечно же, художественные институции, такие как центры современной культуры, современного искусства, это музеи. И при художественных институциях проекты, образовательные проекты, которые называются резиденциями. В начале лекции я у вас спрашивала, кому из вас знакомо или, может быть, у кого-то из вас уже был опыт участия в резиденции, может быть, с организаторской стороны, или, может быть, вы участвовали. Если есть такие, буду рада послушать ваш опыт и ваше мнение. Так, ну и подробнее, да, что же такое резиденция? Это специальный формат организации творческой жизни художника. Художника и не только, да, молодого специалиста, ученого, когда он на определенное время буквально вырывается из своей рутины, из своей повседневности и полностью погружается в абсолютно новую для себя обстановку с целью того, чтобы в ней максимально создавать новое, да, то есть условия для созидания. Резиденции бывают разных форматов, вот как вы сейчас видите, это могут быть и резиденции, состоящие из нескольких часов, но и также, конечно, из нескольких месяцев и из нескольких лет. По QR-коду вы можете отсканировать и выйти на сайт, который вам подробно рассказывает о максимально всех тех резиденциях, которые существуют по миру, официально зарегистрированных, и о самых крупнейших арт-резиденциях в мире. И, собственно, как я вам уже сказала, в центре ЕМА с моей коллегой Асель мы 3 года, с 22, 23, 24 мы проводим резиденции для молодых художников из Казахстана и для молодых ученых. И продолжительность резиденции в центре ЕМА, они проходят месяц. В этом году мы попробовали гибридный формат, то есть в течение месяца участники резиденции приезжали, находились какое-то время в Атрау, затем вернулись в свои города-мастерские, там продолжили процесс. Предыдущие 2 года резиденции проходили полностью в городе Атрау. Создавалась данная резиденция с фокусом на то, чтобы познакомиться поближе с регионом, погрузиться в локальную повестку, погрузиться в новые знания и опыт, и уже специалистов по учебной программе, по академической программе мы приглашали сюда, в Атырау. И вот сейчас вы видите на кадре фрагмент резиденции 23 года, когда профессор Дмитрий Мельников, философ, читает лекцию для художников и общих слушателей. Это была такая открытая наша лекция. И, как я уже сказала, мы провели 3 резиденции. Первая резиденция, она началась с того, что нам интересно было изучить непосредственно ландшафт местный, фронтир Атрауские хроники. И так интересно, что итогом каждой резиденции, каждого учебного этапа является выставка. То есть, приехав в резиденцию, пройдя отбор, участники получают
новые знания, знакомятся с лекторами и менторами, и затем приступают к этапу продакшена, когда они создают свои работы. И далее следующим этапом является организация самой выставки. И вот итогом первой резиденции на выставке мы выяснили, что в Атрау главный фокус берет на себя вода, река, и в целом западная часть, ну, это вот сейчас забегая немножко вперед, что вода является неотъемлемой частью западного региона, и в целом далее, развивая всю эту тему, мы поняли, что, конечно, всего человека, и нам стало интересно изучать дальше и глубже эту воду. И во второй и в третьей резиденции у нас главной темой стала тема вода. И вот, получается, 3 верхних слайда — это вот слайды наших 3 резиденций, как они назывались и основные их темы. Нижние слайды — это количество выставок, которые прошли по итогам каждой резиденции. То есть здесь такой есть очень важный момент, что резиденции проводились в городе Атрау, но затем у нас была возможность эти выставки показать также в городе Астана в рамках фестиваля науки и искусства, который проводит корпоративный фонд «Караван знаний», опять-таки вот в тематике STEAM Education. И то есть мы полностью своей деятельностью, опытом нашей резиденции показывали о том, как воплощается сегмент вот как раз-таки арт в STEAM. И вот в этом году также была возможность показать и в Астане, и в Атрау итоги резиденции. И вот сейчас также можно посмотреть, как проходил сам фестиваль про Energy и как проходила выставка резидентов в Астане. И это достаточно такое прям годовое событие, да, к которому готовится много партнеров, много школ, в которых преподается STEAM, выставляются проектные работы школьников, выпускников, учителей. И посещает этот фестиваль порядком 5-6 тысяч людей в один день. И, значит, моя коллега Асель Ахмеджанова в прошлом году читала лекцию также вот на сцене, рассказывая о том, что же такое Art and Science, как он развивается в Казахстане, и показывает фотографии, примерно те же, что вот сейчас показываю я вам, и подходит в конце этой лекции к ней девочка и говорит: вы знаете, я учусь в Назарбаевском университете на биолога, но я с детства интересуюсь искусством, и я никак не понимала, как же я могу данные 2 направления соединить, и вообще возможно ли дальше развиваться вот в том направлении, чтобы и искусство было, и биология была. И когда она прослушала лекцию Асель, она поняла, что вот есть это направление, что действительно в университетах открываются уже магистерские, открываются уже докторские в этих направлениях стипендии, степени. И что определенно по итогам, когда она выпустится, сделает свой бакалавр, она мастер-дегри будет делать уже по биоарт. И в тот момент наша команда и команда всех организаторов выдохли, потому что мы познакомились с тем человеком, вот с тем одним человеком, который сказал, что да, мне весь этот проект, мне все эти знания, полученные сегодня в течение дня, они очень пригодились, они мне нужны, и я пойму, как я завтра буду строить как я дальше завтра буду развиваться, да, и как я буду дальше строить свой карьерный рост. И вот здесь вот я подробнее, то есть веду вас к третьему уроку, это к расширению нетворкинга в тех сферах, которые новые для вас.
И то есть чем больше посещаете лекций, фестивалей, встреч, чем больше вы участвуете в форумах, оффлайн, онлайн, это все приводит вас вот к тем невероятным новым знаниям в новых дисциплинах, в новых сферах и приводит вас ближе, во-первых, и к своей мечте, и к своей реализованности. И также, наверное, очень значимым для нас стал вот резиденция 2024 года, потому что мы впервые взяли на себя ответственность включить в число участников не художника, а ученого. То есть мы путем open call, приема заявок, мы пригласили в учебную программу поучаствовать Максата Шагырова, который по образованию, по бэкграунду является дата-сайентистом, то есть аналитиком данных. И на момент подачи заявки у него было 0 знаний в художественной сфере. Кисточку никогда не держал, условно, да, там на выставке, может быть, посещал и ходил вместе с друзьями, но тем не менее ход его мыслей, его отношение к науке нас очень заинтересовало. Плюс он был сам родом из АТРАУ и неравнодушный в целом к теме, которую мы поднимали. Тема это была погружение в большие данные, большие воды, которая, на мой взгляд, ну, вот в этом году была максимально актуальна. И нас это очень привлекло, и мы подумали, что вот мы будем пробовать рисковать вместе всей командой, и в том числе Максат будет с нами вместе. И вот как вы видите сейчас, на экранах представлен его отзыв, которым он поделился по окончании участия в резиденции, и также на фотографии представлена его работа, которую он представил на выставке. И на выставке его работа она была одной из самых популярных, одна из самых таких животрепещущих, потому что работа называется «Эхо морей завтрашнего дня», и так как он дата-сайентист, конечно, он работал с данными, и он использовал инструмент по предсказыванию данных, и вы видите изображение, белые листы с изображением 2 морей: Аральского моря и Каспийского моря. И 3 точки отсчета: прошлое, настоящее и будущее. То есть он использовал те данные, которые доступны в открытых источниках, каким Аральское море было, условно, там 10 лет назад, каким Каспийское море было 10 лет назад, состояние этих 2 морей на сегодняшний день, ну и, соответственно, каким нас ждет исход по Каспийскому морю уже. И идея заключается его работы в том, чтобы заставить нас задуматься сегодня, как мы можем изменить наши привычные действия на сохранение водных ресурсов, что мы уже сегодня можем сделать. И вот как раз-таки его работа является ярким представлением того, что современное искусство — это сегодня уже не только про красивое, не только про что-то просто эстетичное и хорошо вписываемое в музейное пространство или в пространство там, кабинетов и залов. Это про то, что побуждает нас, заставляет нашему голосу звучать громче, четче и побуждает нас, самое главное, на действие. Это чтобы мы пересматривали свое отношение к сохранению водных ресурсов. Это вот как одна из тем. Вот, так что я очень надеюсь, что к следующему нашему open call, возможно, кто-то из вас подаст заявку. Мы будем только рады. И сейчас я бы также хотела вам показать тоже видео, итоговое видео отчетное по нашей резиденции, чтобы вы максимально увидели, как проходят все процессы академические, учебные, создание работ.
Подскажите, а вам сейчас видно мой экран? Вы не открыли видео, наверное, нужно поделиться всем экраном, тогда будет видно. Да, потому что у меня здесь показывает отметку «Остановить совместное использование». Так, а сейчас Мгм. вам Сейчас видно? видно. Для меня участие в этой резиденции подарило ощущение участия будто на международном уровне. Благодаря работе куратора Лауры отдельная благодарность коллективу ЕМА за потрясающую работу. Все это вместе подарило мне такую большую уверенность в себе, как художники, для создания каких-то необычных, интересных работ с глубоким смыслом. Если прежде я и сомневался, являюсь ли я художником, то теперь за моей спиной все участники этой организации, которые подарили мне эту уверенность. Кураторы, лекторы, настоящие ученые, большие профессионалы. Все это в совокупности, конечно, просто неописуемый опыт. Мы разработали интересные концепции и действительно интересные работы. Будет очень приятно поделиться всем этим опытом с зрителями, участниками и гостями следующих выставок. Опыт, полученный в резиденции, был очень ценный для меня в плане возможности получить новый инструментарий для своего творчества, начиная от лабораторных прикладных исследований, заканчивая с использованием искусственного интеллекта. Оффлайн и онлайн форматы между собой отличались именно моментом вовлечения, погружения в контекст. Оффлайн на меня работает лучше, потому что я могу полностью отключиться от всех других задач и сконцентрироваться. Окей, сегодня мы изучаем вот там, да, как эти водоросли растут, как это вообще все работает и применяется в биодизайне. Я никогда не участвовал в арт-резиденциях, и для меня было ощущение того, что арт-резиденция — это просто ты приходишь, артист, делаешь какую-то работу и ее выставляешь. Но посетив впервые арт-резиденцию арт-резиденс, я понял, что тут на самом деле намного больше глубинные вещи происходят именно с мышлением, с сознанием, работа очень глубинная. И основная задача арт-резиденции — это как раз там внутренний мир, то, что у нас в головах, то, что у нас в мыслях, наши идеи, то, что мы хотим, даже этот месседж, который мы хотим донести, как его правильно вытащить из наших голов, из нашей души и поделиться этим миром с другими людьми. Опыт участия в этой резиденции был уникальный, он очень наполняющий, и прям чувствуется, как внутри что-то такое кристаллизуется, какая-то уверенность в себе, определенность, куда дальше двигаться в художественном плане. Также хотелось бы отметить кураторство и менторство. Оно было очень бережное, очень такое качественное, различные практики, направленные на развитие определенных вещей, определенных характеристик, определенных каких-то скиллов. И это очень, я считаю, мне пригодится в моей художественной практике. Для начала я бы хотел сказать, что резиденции, он максимально был насыщенный, интересный. Работать, честно, с экспертами в разных сферах было одной из лучших частей, потому что со стороны биоарта, со стороны архитектуры мы получали объем информации с экспертной точки зрения, и это наталкивает лично для меня в дальнейшем на новые направления, которые я бы хотел рассмотреть. Также интересный момент, которым я бы хотел поделиться, это то, что благодаря резиденту, который большинство приехал с Алматы, и программе, которая нас ждала, я смог с новой стороны открыть для себя свой город, свой родной край. Даже экспедиция на Каспии — это был невероятный опыт, где я смог узнать свой родной край с новых ракурсов. Мен үшін уақыт өте сапалы да қызық өтті. Санам деген оған дейін болмаған тақырыптардың барлығын сыртын ашты. Әлі де қорытар ақпарат көп. Бірақ оған қарамастан мен осы алған бар тәжірибемді өзімнің болашақтағы жұмыстарыма пайдаланатыныма ешқандай күмәнім жоқ. Онымен қоса жұмыстарыма да кішкене басқа қырынан қарай бастадым. Негізі қысқа мерзімде біздер үлкен интенсивті сабақ өтті. Және әр қатысушының осы резиденцияға қосар үлесі өте зор деп ойлаймын. Біздер уақыт аз болса да осындай мерзімде біздер жақсы араласып тіл табысып кеттік. Болашақта да жақсы қарым-қатынаста боламыз деген үміттемін.
Многие лекции в течение резиденции ЮМА наталкивали меня на вообще переосмысление многих идей, которые строились в течение тысяч последних лет. Мне нравится быть частью этого современного изменчивого мира. Мне нравится переосмыслять, менять взгляд свой на многие вещи. И в том числе это происходит благодаря и лекциям, и лекторам резиденции ЮМА. Также мне очень понравился тщательный подбор самих резидентов, потому что чувствуется, что вот нас 7 человек, и мы все абсолютно разные персонажи, с разным бэкграундом, с разным опытом, с разными, возможно, с разными взглядами на какие-то вещи, но при этом вот с самой первой минуты в аэропорте до конца резиденции мы постоянно о чем-то говорили, постоянно что-то обсуждали, постоянно приходили к каким-то выводам, и это всегда было очень громко, очень живо, активно. Тоже было интересно. Я думаю, что многие мысли, полученные за это время, будут иметь какие-то плоды в будущем. Спасибо. Вот, собственно, это вот тот пример. Я надеюсь, что у вас с этим роликом тоже получилось хоть немножко окунуться в эту атмосферу, увидеть, как формат резиденции работает, и, конечно, понять, что вклад и польза резиденции они, по всему миру и в нашей стране, в частности, они измеряются, как правило, не финансовыми показателями, то есть резиденции и в целом все эти программы — это про развитие сообщества, это про укрепление социальных институтов, это про развитие гражданского общества, развитие культурного, интеллектуального потенциала места, вклад в общественно важную дискуссию. И вот, как вы знаете, в повестке Казахстана уже который год активно развивается тема креативных индустрий. И вот, собственно, резиденция — это, безусловно, та самая практика, тот самый опыт, который максимально, пожалуй, подтверждает те инструменты, которыми креативная индустрия сегодня пользуется. То есть это про развитие новых технологий, в целом, да, креативная индустрия — это про развитие новых отраслей. И резиденции, они помогают вот, подчеркивать, подсвечивать и вносить ощутимый вклад в развитие национальной экономики, в развитие той или иной местности, города, это если говорить локально, где базируется резиденция, через увеличение туристического потенциала и развитие, самое главное, человеческого капитала. И я думаю, что в завершении своей сегодняшней лекции я с вами хочу поделиться вот этим слайдом. Я думаю, что он всем вам знаком, как и мне, собственно, с детства, потому что в начале лекции я проговорила, что мне особенно приятно было сегодня делиться своими знаниями с аудиторией из города Балхаш, потому что я сама родилась в городе Балхаш, и я хорошо помню этот вид с одного берега на другой, фотографию, точнее, этот макет истребителя, который находится на въезде. Поэтому в город Балхаш. И поэтому четвертым моим уроком в жизни, да, это является продолжать удивляться, как и всему тому, что происходит в мире науки, искусства, что происходит на их стыке, и в целом удивляться тому, что происходит в нашей с вами повседневности. И могла ли бы я представить однажды, когда я переезжала по семейным обстоятельствам из Балхаша, что я вернусь к аудитории Балхаша и смогу поделиться знаниями и опытом в такой важной, в такой новой и в такой прогрессирующей сфере, как STEAM? Конечно же, нет. Поэтому это то, что сегодня меня удивило, приятно удивило. И, уважаемые слушатели, я очень надеюсь, что моя лекция, она стала для вас полезной, немножко приоткрыла завесу в мир науки и искусства. И сейчас я буду рада ответить
на все ваши вопросы.